Добрый день! Слушайте вебинара «Приемы АФК на занятиях с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата». Сегодня мы с вами продолжим пополнять копилку знаний по коррекционной работе с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Мой вебинар, я уже говорила на прошлом занятии, что он посвящен и тем, кто работает в специализированных детских садах для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, и для тех, кто работает в обычных детских садах, но там их посещают дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. И вот именно таким воспитателям, таким педагогам я и посвящаю свое выступление. Помощь воспитателю. Тема приемы АФК, адаптивной физической культуры на занятиях с детьми с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Давайте выясним понятие, что такое адаптивная физическая культура. Адаптивная физическая культура – это физическая культура человека с отклонениями в состоянии здоровья. Это в первую очередь коррекция двигательных нарушений, нарушений моторики. Ее методы и приемы – это физические упражнения, игры, элементы спорта, приемы дыхательной гимнастики и релаксации. Основной целью адаптивной физической культуры, как вида физической культуры, является максимальное укрепление здоровья и физического развития двигательных способностей с учетом индивидуальных особенностей и диагноза детей. На прошлом вебинаре я уже говорила, что воспитатель, работающий в группе, где есть дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, он должен знать диагноз каждого ребенка. Он должен знать индивидуальные особенности ребенка, те рекомендации, которые дают ребенку врач-ортопед, врач-невролог. Это очень важно, чтобы воспитатель знал все о состоянии здоровья ребенка. Потому что у детей могут быть судороги, а воспитатель обязан это знать, обязан всегда держать руку на пульсе, и такой ребенок должен быть всегда в поле зрения воспитателя. Еще раз вспомним, какие же категории детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата посещают специализированные сады или могут быть в обычных детских садах. Дети с поражением головного мозга – это дети с ДЦП, у которых первичными являются двигательные нарушения. Дети с ортопедическими заболеваниями – это вывихи, дисплазии тазобедренного сустава, это сколиозы, это ювенильный ревматоидный артрит, заболевания суставов. Также это дети с врожденными аномалиями конечностей, с врожденными аномалиями позвоночника. Дети с двигательными нарушениями, которые получили двигательные нарушения в результате травм. Чаще всего это автомобильные травмы, полученные в результате автомобильных аварий. И дети с генетическими заболеваниями, сопровождающиеся двигательными нарушениями. Что необходимо знать воспитателю при проведении физкультурных занятий? Дети с поражением головного мозга с последствиями детского церебрального паралича могут посещать физкультурные занятия, но после оперативного лечения, часто дети лежат в больницах, бывает оперативное лечение по пластике сухожилий. После судорожных приступов они врачом-ортопедом, врачом-неврологом отстраняются от физкультурных занятий. Если ребенок с ДЦП ходит с сопровождением, то сопровождающий должен оказывать ребенку помощь при выполнении упражнений. У нас часто бывает, что сопровождающий сядет в сторонке и сидит, наблюдает. Вы должны знать, что сопровождающий, он должен быть с ребенком в любую минуту.
он должен помогать ему в любую минуту. Детям с ортопедическими заболеваниями, вывихами тазобедренного сустава, дисплазией тазобедренного сустава и вениальным ревматоидным артритом нельзя бегать, прыгать, спрыгивать, но много раз приседать, то есть форсированного приседания не должно быть. Им рекомендуется езда на велосипеде, бег заменяется на ходьбу. Если было обострение заболевания, то таким деткам тоже дается отстранение от физкультурных занятий. Как же определить двигательное нарушение при церебральном параличе? Ну, при ортопедических заболеваниях там видно, что ребенок прихрамывает, что ребенок, если поражена рука, то он меньше работает этой рукой. А ребенок при ДЦП, у него ведь ряд двигательных нарушений. И вот давайте рассмотрим, как же определить эти двигательные нарушения. Начиная работать по физическому воспитанию ребенка с ДЦП, необходимо знать приемы, при помощи которых можно достаточно быстро и точно определить характер и степень тяжести имеющихся у него двигательных нарушений. Понаблюдайте, каким способом ребенок передвигается, какие странности при этом замечает. Может быть, он ходит широко расставленными ногами для лучшей способности или широко расставляет руки. Попытайтесь определить, равномерны ли его движения или неритмичны, плавны они или угловаты, одинаковы с обеих сторон тела или несимметричны, как ребенок ставит стопы, есть ли опора на полную стопу или он ходит на носочках. Если есть непроизвольные движения при выполнении каких-либо действий, то это значит ребенок с гиперкинетической формой ДЦП. Для определения двигательных нарушений можно провести ряд тестов. Давайте разберем, какие это тесты. Тест «Возьми мяч». Для этого возьмите мяч средней величины, подбросьте его, погладьте его обязательно. Я уже говорила, что у деток тактильные нарушения, и вот надо учить детей гладить каждый предмет. Пусть то это будет мячик, палочка, или кольцо массажное, или массажный мячик, или лист бумаги, или какие-нибудь ткани разной фактуры. Учите детей гладить, потому что у них кожная чувствительность нарушена. Вы мячик подбрасываете, ловите, стучите им о пол, а ребенок сразу же откликнется на ваши действия. Поскольку мяч достаточно большой, вы бросите мяч ребенку, ребенок попытается его поймать, удержать его. Что он делает? Он пробует раскрыть ладони и пошире расставит пальцы. Это здоровый ребенок. А ребенок с ДЦП, с поражением рук, он поступит по-другому. И вот этот тест – это прекрасная позиция для наблюдения особенностей положения ладоней и пальцев рук. Тревожным является сигнал, когда есть разница в расположении кистей. Ребенок, если поражена, например, правая рука, он мячик возьмет согнутыми пальцами. Может быть разница в положении кистей. Замечено, что когда ребенок берет мяч, пораженная рука, она находится выше, а здоровая рука ниже. Она как бы помогает ребенку удержать мяч перед собой. Следующий тест, который предлагается, это тест «Дай мне мяч». Расставить руки, развернуть ладони кверху. Мы уже говорили, что если развернуть ладони кверху, это положение супинации. Помните, суп налил и суп пролил. Ладони кверху – положение супинации, ладони к низу – положение пронации. Попросите ребенка дать вам мяч. Передачу мяча можно сделать несколько раз. Вы убедитесь, что ребенку при поражении одной руки сложно повернуть руку ладонью кверху.
положении супинации руку поставить, а при поражении двух рук и правой, и левой рукой ребенку сложно захватить мяч. Следующий тест – это тест 2 мяча. Ребенок должен выполнить одновременный бросок сразу 2 мячей, в каждой руке по одному мячику. Мячики должны быть небольшие, которые хорошо удерживаются кистями. Могут использоваться и мешочки с песком весом 100-150 грамм. Бросок может быть выполнен сразу 2 руками или снизу, или из-за головы. Что здесь можно увидеть? Здесь важное значение имеет, какая рука раньше выпустит мяч, по какой траектории он полетит, по большой дуге или упадет прямо в пол, а также на какое расстояние и с каким усилением брошен мяч. Здесь можно использовать сантиметровую ленту для того, чтобы замерить длину броска. Очень интересно, вот когда начинаешь в начале учебного года проводить этот тест, бросает ребенок на такое расстояние, а когда ему часто дается задание «брось мячик», ребенок обучается делать это движение, и в конце учебного года бросок получается уже больше. Значит, ребенок научился делать это движение. Сила броска возросла. Кроме ручных манипуляций, ваше внимание фиксирует общий рисунок движения ребенка, ведь ему, доставая мяч, приходится идти, как он идет, приходится бежать, приходится наклоняться, как ребенок наклоняется или приседает с опорой на обе ноги, или он одну ногу отставляет, как он сохраняет равновесие, как он координирует свое движение, как он поворачивается. Здесь можно использовать, я уже сказала, сантиметровую ленту. Следующий тест – тест руки вверх. Педагог быстрыми движениями поднимает свои руки вверх. Очень важно здесь это делать быстро. И просит сделать то же самое ребенка. Быстро и одновременно. Вот главное требование к выполнению. Более слабая, пораженная рука при спастическом гемипарезе, когда у ребенка поражена одна сторона. Рука поднимается медленнее, отстает в движении, не полностью выпрямляется в локтевом суставе, а потому часто ее кисть находится ниже кисти противоположной руки. Тест «Сорви яблоко». Ребенку предлагается достать игрушку, повешенную над ним на доступной высоте на резинке или жгуте. Ребенок сразу потянется более сохранной рукой. Следующий тест – это пирамидка. Для него нужна обыкновенная пирамидка. Или с шариками, или с дисками. Поочередное нанизывание шариков на ось с фиксацией времени сборки. Для фиксации времени необходимо иметь секундомер, тоже записать, за какое время он произвел это движение правой рукой, за какое время левой. Конечно, пораженной рукой намного это действие ребенок сделает медленнее. Более пораженная рука покажет худший результат. Ваше внимание должны привлечь особенности захвата шарика, как ребенок захватывает шарик или большим и указательным пальцем, или всей кистью, какими пальцами захватывает, а также частота совпадения отверстия шарика с осью пирамидки. Объективное представление о состоянии равновесия может дать тест «Журавлик», при котором ребенка просят как можно дольше постоять на одной ноге, при этом поджав, согнув в колени другую ногу. Руки могут находиться либо на поясе, либо впереди, либо за головой. При проведении теста также используется секундомер, фиксируется, сколько он может постоять на здоровой ножке, а сколько может постоять на пораженной ноге. Естественно, на пораженной ноге он может постоять секунду, 2, 3, 4, может быть. Делайте упражнения с ним, вот тот же самый журавлик, и в конце года посмотрите, сколько же секундочек сможет постоять ребенок на пораженной ноге. Итак,
Вы определили для себя двигательные нарушения, если двигательные нарушения у этого ребенка. И какие двигательные нарушения? Что же необходимо делать? Составлять индивидуальную программу коррекции двигательных нарушений для этого ребенка, подбирать упражнения, подбирать игры. В ходе проведения физкультурных занятий ребенок с ограниченными возможностями здоровья не может правильно выполнять все упражнения. Мы уже говорили, что ребенок с ДЦП понятия не имеет, представления не имеет, как правильно сделать то или иное упражнение. Значит, здесь необходима помощь со стороны взрослого, либо замена одних упражнений на другие. Например, дети с ортопедическими заболеваниями, которым нельзя бегать, прыгать, подскакивать, соскакивать, которым нельзя часто и глубоко приседать. Но приседания здесь имеются такие форсированные приседания. Долго, на протяжении длительного времени ребенок приседает. Ни в коем случае нельзя такие упражнения ему давать. Упражнение на приседание заменяется упражнением пружинка. Ребенок делает полуприседание. Детям с поражением рук необходима помощь взрослого в выпрямлении руки в локтевом суставе. Как же организовать работу со здоровым ребенком и с ребенком с ОВЗ на физкультурных занятиях? Вот пришел ребенок в группу, все дети здоровые, двигательных нарушений у него нет, а у ребенка с ограниченными возможностями двигательные нарушения. И этому ребенку точно так же с этим ребенком надо работать на физкультурном занятии. Мы говорили о том, что методами и приемами адаптивной физической культуры являются физические упражнения, игры, элементы спорта, приемы дыхательной гимнастики и релаксации. Первое, что я рекомендую, это формировать привычку сохранять правильную осанку. Мы уже говорили о том, что именно в дошкольном возрасте у детей формируется осанка. И то, насколько она правильно будет сформирована, насколько у ребенка выработана привычка сохранять правильную осанку при сидении, зависит очень много от педагога. В начале и в конце занятия проверять осанку у стойки «Проверь осанку». Дальше там будет фотография, какую стойку можно организовать в группе. Если это делать постоянно, у ребенка сформируется привычка. Ребенку надо объяснять, для чего это надо. Для того, чтобы он был здоровый, чтобы сердечно-сосудистая система, дыхательная система работала без сбоев. Что желудочку очень некомфортно, когда ребенок сидит сутулившись. Очень некомфортно его печени, сердечку. Ребенку надо это объяснять, для чего это надо. Мотивировать надо ребенка. Надо научить ребенка делать это правильно, а потом здоровый ребенок с удовольствием поможет проверить осанку ребенку с ограниченными возможностями. Дети привыкают к такому виду упражнений и проверяют друг друга, правильно ли они стоят возле стенки. Поверьте, они это делают с удовольствием и замечают порой те неточности, которые выполняет ребенок при выполнении упражнений. Например, пяточки не прижал к стенке, голова вниз опущена, а при проверке осанки у стойки «Проверь осанку» пятки должны быть крепко прижаты к стенке, ягодицы, спина и голова. Упражнения на укрепление осанки. Чаще всего упражнения выполняются лежа на спине. И здоровый ребенок, и ребенок с ОВЗ выполнит эти упражнения, только слабому ребенку нужна помощь взрослого. Игры на укрепление осанки. Ребенка с ограниченными возможностями здоровья не надо отстранять от включения в игру. Взрослый должен быть рядом, держать за руку ребенка, помогать ему, если это игра с повышенной активностью. Все это ребенок может делать. Пусть со своими двигательными нарушениями, но он хочет играть, он будет стараться.
Он будет вам говорить: я тоже хочу. Поэтому отстранять его от этих игр не надо. Вот примерная стойка, правильная осанка, которая у нас была в садике. Она прикреплена, щит прикреплен к стойке. На ней изображено, как правильно стоять, как правильно сидеть, как правильно ходить. Можно осанку проверить с речевым сопровождением. К стенке пятки прижимаем, к стенке спинку прижимаем, а потом по следовой дорожке мы шагаем. Проверку осанки можно усложнить. Ребенок встал к стеночке, поднять прямые руки вверх. Если это ребенок с гемипарезом, значит, ему надо помочь выпрямить в локтевом суставе. Или сказать: постарайся, дотянись рукой до потолка, подними ее выше, выше. И ребенок будет стараться. Ему хочется правильно выполнить упражнение. Подъем на носочки. Если занимаются дети босиком, но чаще всего они занимаются спортивной обувью, а детям с ДЦП рекомендуется ходить в ортопедической обуви. Им на носочки вставать не надо, они и так ходят на носочках. Удержание мешочка на голове. Мешочек может быть наполнен или песком, или фасолью, или бобами, или горохом, там уже на ваше усмотрение. Хождение с мешочком на голове. Еще один из приемов адаптивной физической культуры на физкультурных занятиях на динамической паузе использование игр на осанку в соответствии с лексической темой возрастной группы. Это, знаете, это очень интересно, когда ищешь, придумываешь игры, которые одинаковы с лексической темой группы. Например, тема осень. Играем в игру дерево, кустик, травка. Игра на укрепление, на формирование правильной осанки. Дети встают лицом в круг лицом к ведущему. На слова дерево дети поднимаются на носочки и тянут руки вверх. Не забываем, что детям с ДЦП тут помогаем. На слова кустик разводят руки в стороны. На слова травка приседают, опускают руки вниз, касаясь пола. Детям с ортопедическими заболеваниями глубоко садиться не надо. Пусть делают пружинку. Следить за осанкой при выполнении упражнения. При приседании не отрывать пятки от пола, не сводить коленки. К ребенку можно сзади подойти, подержать его за коленки, чтобы он их не соединял, не сводил. Ведь у детей с ДЦП бывает порочная поза, когда они сводят бедра. Ну и детям с поражением рук оказывается помощь в подъеме рук. Или такая тема сад и огород. В колхозе работает лошадка, и лошадку надо накормить. Надо принести ей мешок с зерном. Поставить в конце у одной стены группы игрушку лошадка, и дети идут к лошадке с мешком на голове. Они несут лошадке зерно. Наполнитель может быть любой. Песок, бобы, фасоль. И стараться, чтобы ребенок не уронил мешок, чтобы он шел с красивой осанкой, чтобы он не торопился. А вот такая тема, например, как профессии, игра официант. Можно ведь накрыть в группе стол, красивую скатерть постелить, разложить посуду и превратить каждого ребенка в официанта. И вот он должен донести поднос с красивой осанкой на этот стол. Дети будут стараться. Дети, которые с ДЦП, пусть у них поражена рука, но они будут стараться нести этот поднос. Им можно дать задание 2 руками нести, но они будут стараться выполнять это движение. Упражнения на укрепление мышц свода стопы, профилактика плоскостопия. Хождение по следовым дорожкам, ребристым доскам, мешкам с наполнителями, массажным ковриком. Один из приемов. И здоровый ребенок, и ребенок с последствиями ДЦП сможет пройти по ним. Правда, ребенок с ДЦП сделает это медленно и осторожно.
У многих детей, кстати, очень близко болевой синдром, и они с осторожностью ступают на эти ребристые дорожки или массажные коврики, но все равно стараются. Все равно стараются, как у них получается. Ребенка не надо в этом случае торопить. Взять его за руку и пройти рядом с ним. Пусть здоровые детки пройдут 2-3 раза по этой дорожке, а ребенок с патологией пройдет 1 раз. Как сможет, но пройдет. Следовые дорожки способствуют координированной, согласованной работе рук и ног. Детям с ДЦП такие дорожки полезны для формирования привычки ставить руку на раскрытую ладонь, потому что у них ладонь сжата, кисть сжата в кулак, большой палец спрятан под 4 пальчика, большой палец он приведен к ладони, и вот такая вот следовая дорожка с отпечатком на ней, с отпечатком ладони, она помогает зрительно ребенку. Ребенок видит отпечаток этой ладони и старается руку свою приложить, старается отвести большой пальчик, старается развести пальчики. Хождение по канату, лежащему на полу, способствует укреплению мышц стоп. А у детей с ДЦП при хождении приставным шагом в положении пальца на канате, а пятки на полу, происходит растяжение ахиллова сухожилия. У них ахиллово сухожилие спазмировано, поэтому у них тугоподвижность в голеностопном суставе. Такое растяжение ахиллова сухожилия пусть немного, но способствует увеличению амплитуды движения голеностопного сустава. Еще канат можно пощупать пальчиками ног. Это укрепляет мышцы пальцев у детей с плоскостопием, а у детей с ДЦП увеличивает объем движения в пальцах ног. У многих детей с ДЦП движения в пальцах ног незначительные, а порой и вовсе отсутствуют. И знаете, что такое дети находят выход? Они приседают, захватывают пальцы ног пораженные руки своими пальчиками и сжимают и разжимают их на канате. Они быстро находят выход, как сделать это упражнение. Ой, извиняюсь. Вот на фотографии здесь массажные коврики. Теперь продают много различных массажных ковриков, раздражающих стопу. На поверхности стопы очень много биологически активных точек. Воспитатели, они сами народ творческий, придумывают, шьют, помогают родители сшить такие коврики. Они способствуют укреплению мышц стоп. Отличная профилактика плоскостопия у маленьких детей. Вот следовые дорожки. Координация движения рук и ног при ползании, тренировка равновесия у детей с ДЦП, тренировка опороспособности рук и ног. Вот посмотрите, отпечаток ладони, и ребенок старается правильно положить ладонь на отпечаток, отводит большой пальчик, другие пальцы разведены. Как организовать работу со здоровым ребенком и с ребенком ОВЗ? Дальше. Не забывать на занятиях про контроль за положением головы. Мы уже разбирали на прошлом вебинаре, что дети с поражением опорно-двигательного аппарата, особенно с поражением головного мозга, они ходят с опущенной вниз головой. И в детях тоже надо формировать привычку держать голову прямо. И мы уже говорили о том, что можно поставить петушка, про которого выучить на стол, где занимается ребенок, на стол, где занимается ребенок, выучить с ним стихотворение. Голосистый петушок гордо носит гребешок. Вот представь, что у тебя на голове гребешок, и как ты будешь его гордо носить. Выполнять упражнения, физкультурные занятия, упражнения для шейного отдела позвоночника. Но запомните, что с шейным отделом позвоночника надо обращаться на «вы». Никаких резких движений, даже здоровому ребенку не надо делать. Никаких запрокидываний головы назад не надо делать. Медленные, спокойные повороты, наклоны.
шейным отделом позвоночника. Вот давайте сейчас мы с вами сделаем упражнение. Сядьте с красивой, правильной осанкой. Ноги поставьте с опорой на пол. Будем делать упражнение сова. Опустили голову вниз. Медленно и подняли. Опустили голову вниз. Медленно и подняли. Можно произносить стихотворение. Совушка днем спит. Опустили голову, она спит. А ночью летает. Посмотрели вправо. Совушка все видит, слышит и знает. Делаем упражнение медленно, чтобы оно принесло пользу. Не надо быстро, не надо форсировать эти движения. Или упражнение слон. Исходное положение стоя или сидя. Повернуть голову вправо, прямо, влево, прямо. Дин-дон, дин-дон. По дороге ходит слон. У вас сразу улучшилось кровообращение в шейном отделе. Вы сразу проснулись, открыли глазки, и вам хочется дальше энергично продолжать сегодняшний день. Так, следующий прием – это дыхательные упражнения и релаксации. Дыхательные упражнения, дыхательная гимнастика полезна как здоровым детям, так и детям с нарушениями здоровья. Часто здоровый ребенок не умеет согласовывать фазы вдоха и выдоха. Вдох делают через широко открытый рот, как бы хватая воздух. Надо научить ребенка дышать правильно. А у детей с последствиями ДЦП дыхание поверхностное. Они не умеют плавно и глубоко дышать. Особенно при выполнении упражнений. Они начинают хватать воздух ртом. Важно учить детей диафрагмальному дыханию. Это дыхание животом. Ведь когда ребеночек рождается, у него вот именно диафрагмальное дыхание присутствует. А в ходе взросления диафрагмальное дыхание теряется. Полезно дыхательные упражнения делать лежа на спине и положить руки на живот. При вдохе ребенок надувает живот, поднимаются руки. При выдохе опускает живот, втягивает его, руки опускаются. Можно положить мягкую игрушку, например, спасаем какое-нибудь животное от наводнения. Положили, например, зайца, вспомните. Нет, зайцы. Маленький зайчик лежит на животике, ребенок надувает живот, высоко поднимает зайчика, спас его и выдыхает, втягивает живот. Надо научить ребенка правильно делать вдох при закрытом, чтобы рот был закрыт. Что для этого надо? Мы делаем. Что для сделать надо? Сомкнули губки, рот закрыли и делаем вдох через нос. Живот выпячиваем, а потом делаем выдох. Можно выдох делать через трубочку, сделанную из губ. Долгий выдох. Я всегда говорю деткам, когда вы долго выдыхаете, вы отдыхаете. Вы устали делать упражнения? Чаще долго выдыхайте, и за это время вы отдохнете. Ну, упражнение с шумовым эффектом. Упражнение пчелка жужжит, змея шипит. Человек заблудился в лесу, он кричит «Ау!». Правильное выполнение дыхательных упражнений, оно способствует укреплению дыхательной мускулатуры и насыщает организм кислородом. Как у здорового ребенка, так и у ребенка с ОВЗ часто нарушены пространственные представления, особенно относительно своего тела. Дети часто путают правую и левую сторону. Конечно, это они уже должны знать,
к подготовительной группе, вот один такой момент, как ребенку легче запомнить, где правая, где левая рука. Мы на руку одевали браслетики, одевали резиночки для волос, такие не очень тугие, какие-нибудь яркие резинки, и на правую руку. И ребенок легко запоминал потом, где правая рука, где левая. Поднимите правую, ребенок знает, что надо вверх поднять правую руку, на которую одет браслетик, на которую надет браслетик. Так, следующее – это упражнение для суставов. В чем разница в выполнении упражнений для суставов у здорового ребенка и у ребенка с ограниченными возможностями здоровья? У здорового ребенка амплитуда движения в суставах не ограничена. А у ребенка, например, с последствиями ДЦП, движения в суставах ограничены из-за тугоподвижности. Есть такой медицинский термин – контрактура. Поэтому такому ребенку трудно выполнять упражнения для тазобедренного, коленного, голеностопного сустава, для плечевого, локтевого и лучезапястного сустава. Тут уместна только помощь педагога в выполнении упражнений. Например, когда ребенок поднимает руку вверх, помочь ее выпрямить, помочь ему повернуть кисть в положении супинации. Выполнять упражнения полезно под речевое сопровождение, что помогает выполнять упражнения ритмично. Но об этом мы будем говорить чуть позже. Речевое сопровождение при выполнении физических упражнений является прекрасным средством активизации движения. Использование коротких стихов, потешек при выполнении упражнений способствует запоминанию названия упражнения, ритмичному выполнению упражнения, увеличению словарного запаса, памяти, развитию речи у детей с речевыми нарушениями. Хорошо выполняются подречевые упражнения, упражнения для суставов. Например, для плечевого сустава упражнение пугало. Руки опустили и размахиваем руками вперед и назад. При этом произносим: в огороде пугало рукавами машет. В огороде пугало разгоняет пташек. Детям очень нравится. Или упражнение для локтевого сустава силач. Сгибаем руки в локтевых суставах. Можно взять палочку, использовать палочку для упражнения. Сгибаем и произносим: я силач, съел калач и стал силач. Всем детям очень хочется стать силачами. Для коленного сустава упражнение дядя Степа. Сидя на полу, попеременно сгибаем ноги в коленных суставах и произносим: лихо мерили шаги две огромные ноги. 45-го размера покупал он сапоги. В ритм этого стихотворения сгибаем ноги в коленных суставах. А для пальцев ног и для пальцев рук, девочки и мальчики, зажимаем пальчики. Музыкальное сопровождение также является средством активизации движения. Теперь хочется еще поговорить о таком виде движения, как подражательное движение. Они имеют большое значение в обучении детей дошкольного возраста разнообразным видам движения, ведь это самый доступный вид движения, способ восприятия любой двигательной деятельности. Ребенок обучается умению подражать движениям животных, стараясь передать повадки, мимику, характер, голос животного. У детей с последствиями ДЦП разнообразие движений ограничено в силу того, что у них порочные позы, малая амплитуда движения суставов, но дети стараются, двигаются. Им хочется превратиться и в павлина, и походить с гордой осанкой. Им хочется превратиться в льва, который рычит, который приготовился к прыжку. Им хочется превратиться в попугая, который захватился своими коготочками за ветку дерева, а ребенок стоит на палочке
и пальчиками пытается захватиться за эту палочку. Им хочется превратиться в ежика, который быстро-быстро прячется от лисы. Они показывают, как грузно ходит слон или ходит верблюд. Им достаточно только сказать: раз, два, три, повернись и в зверюшку превратись. Превращаемся в верблюда. И ребенок видит себя верблюдом. Он наклонился, положил руки на коленки. Ребенок с пораженной рукой, он старается обхватить колено своей ладонью, отвести большой палец, развести остальные пальцы. И пошли верблюды гулять по пустыне, пошли искать озеро, чтобы напиться воды. Использование песен про животных, слайдов, видеофрагментов из жизни животных помогает детям разнообразить их движения. Какие же оборудования, предметы можно использовать для того, чтобы интереснее и эффективнее выполнялись упражнения? Мячи различной величины, массажные мячики, массажные колечки, гимнастические палки, гантели, ленты, плетеные из веревки косички, флажки, обручи. Все это есть в арсенале каждой группы. В группах, в спортивных залах это все есть. А для укрепления мышц пальцев ног мелкий раздаточный материал. Крышки от пластиковых бутылок, карандаши, мелкие игрушки, бантики, камешки и так далее. Об этом мы поговорим на следующем вебинаре. Итак, копилка ваших знаний еще пополнилась. Я всем желаю здоровья, успеха и творческого отношения к своей работе. Спасибо за внимание.